У нас 2 минуты до конца программы. Не последний вопрос. Вот ты правильно сейчас сказал, я анализирую тоже, я там все-таки жил достаточно долго, но есть еще один нюанс в их психологии и в поведении политическом властей, что эти внутренние проблемы с ухудшением экономики, из-за которых все эти переделы, вот это корыто начинаются, да, и так далее, они могут привести к тому, что Путину понадобится еще одна война внешняя или повторение украинской войны, усиление украинской войны. И вот сейчас, сегодня Financial Times вышла редакционная статья о том, что даже автокефалия для Украины, почему именно автокефалия, может стать очередным новым казус белли для начала боевых действий против Украины в защиту православных, русских, там вот это. Вот твой прогноз, что может быть? Может быть все, что угодно. Насколько мне известно, на сегодняшний день также подготавливается военный конфликт против Азербайджана, который возможен именно как раз по поводу, что давайте вернем свою старую территорию. Да, со стороны кого? Со стороны России готовит против Азербайджана, это будет опять же Кавказский. Армения тут не Нет. Они готовят свои конфликты, они говорят, будут рассказывать о том, что там черкесы живут, еще о чем-то, они готовятся. А то, что Россия будет пытаться сплотить на сегодняшний день свое население вокруг одного какого-то врага, мы это видим. Враги, правда, постоянно меняются, то американцы, то украинцы, то евреи, то европейцы, все время разные враги. Друзей только у России что-то нет. Нам надо понимать только одно. Мы можем рассчитывать на себя. Мы должны готовиться, мы должны усиливать армию, мы должны понимать, что когда в наш дом зайдут, а такое может быть, мы должны за наш дом воевать, чтобы мы жили в нашем доме, а враги, которые зашли к нам, умерли.